дорогой наш Ренат был моим великим другом на протяжении почти 30 лет. Вы представляете, с того века еще. Вот. И последние 10 лет он был председателем попечительского совета Общероссийского благотворительного фонда защиты семьи, материнства и детства «Мама». На самом деле это была великая душа, вы понимаете. Вот сегодня говорили, вот татарский наш герой и так далее, артист. Он не татарский, он не российский, он международный, может, вселенский артист всего мира. На самом деле он пел на многих-многих языках. Его любили во всех уголках не только России, но и бывшего Советского Союза, и в других странах мира. Поэтому, знаете, я глубоко убежден, что вот мы сейчас говорим с вами, да, а душа его где-то здесь рядом. Потому что человек – это душа, да. Понимаете, да? Бессмертная душа, бессмертная душа. Вот. И поэтому я убежден, что в этом даже сомнений нет, что он всегда будет с нами, понимаете? Вот. И его песни, его живопись, ну все, что его есть. Но самое главное, у него замечательные дети, знаете, это самое главное. Да. Вот, понимаете? Одно дело творчество, другое дело, ну, много чего, общественная деятельность. Самое главное, у него 8 детей, понимаете? И вот вы сегодня видели этих детишек на сцене, понимаете? Самое главное – продолжение рода человеческого, понимаете? Да, вот это самое главное. И еще хочу сказать, как президент Международной ассоциации фондов «Мама», он очень любил матерей. Он в последнее время говорил о своей маме, потому что даже в Коране написано, что рай находится под ногами матерей. У православных это культ Богородицы, а для нас, евреев, мама – это Бог, понимаете? И для него мама тоже была Бог, понимаете? Он хотел к 75-летию, вот к завтрашнему дню, написать гимн в честь матерей мира, представляете, да? Он не написал, но мы напишем обязательно. Вот. Поэтому, знаете, он всегда в наших сердцах, в нашей душе. Так что от всей души, от всего сердца, с большой-большой любовью. Спасибо большое. Рафис Эфенди, бүгінгі Ренат Ибрагимовға бағышланған хәтер кешесінде сіздің ғымумен шадымы сізге бүгінгі кеше, бүгінгі концерт, алның ғаилесі да, достары да, мұндағы бүгін келген артистлар да тулайым алғанда бик матур көңілі бейрам болды инде. Сіздің менә Сезнең карашыгыз, сезнең хатирәләрегез, сезнең истә калган нинди фикерләрегез белән бүлешә аласыз Ренат Ибрагимов хакында? Ренат Ибрагимов белән иҗатын күптән беләм инде, чөнки мин аның күп концертларын төшердем үзем. Бик күп аның концерт программалары бар миндә. Әле мин карап утырдым. Бик әйбәт оештырылган, но экранда кирәк, ана шул үткән тормышлары Ренат Ибрагимовның шулай аның үткән концертларын карап утырдым. Әле менә шу концерт объявлениесе булгач, әле шуның интернет аша үзем төшергән роликларны карап, аны искә алып утырдым. Шуңа күрә әйтәм, барырга әле мин авылдан гына килдем, шуңа күрә мин өйгә тутып та барыйм әле әйтәм. Былай мондай концертка мин булыр дип уйламаган идем, мин әзерләнеп тә килмәдем ул хәтле. Теге обычный концерт дип уйлаган идем. Әле монда бик менә аларның семьялары, аның тормыш юллары белән тагы бер кат танышып үткәч, балалары, ниләре белән аннан соң инде утырганда да аның менә чын миңа бер тәэсир калдырды, чын менә көңеле белән ни өчен түгел, менә ул дингә бирелү, чын күңелдән, чын күңеле, башкалар менә кайбер шундый очраклар була. Динне использовать итәләр, нигә файдаланалар. Дальнейшем перспективасы ул андый түгел. Менә ул чын күңелдән, мин чын күңелдән ышан, ул дингә түгел, ул тормышта шундый. Чын күңелдән үзенә дан алу өчен түгел. Тормышны яратып яшәүче, аннан соң бигрәк тә менә
кайберләре шулай бит, тормыш төрлечә була, һәрбер бездә була. Менә ул тормыш икенче семьясы белән шулай күп балалар үстерү үзе бер дәрәҗә булып тора бит инде. Үзе бер зур дәрәҗә. Бик саваплы, бик изге эш. Шуңа күрә мин аны бик изге кеше дип саныйм үземчә. Бик изге кеше та, не только талант буенча гына түгел, кешелеклеге буенча мин аны бик изге кешегә саныйм инде үзем. Аңар аннан соң инде безнең татар халкы арасында шундый дәрәҗәле кеше булу безне дә күтәрә бит инде. Без дә күтәреләбез. Шуның милләт буларак, халык буларак бездә анда яшьләрне тәрбияләү буенча да, семья тәрбияләү буенча да, дин әхлак тәрбияләү буенча да бик зур үрнәк булып тора безгә. Шуны әйтәм кирәк диясезгә. С Ренатом мы подружились давно, может быть, лет 20, может быть, назад. Я сам врач, стоматолог, и еще пишу стихи и песни для стихов. И да, ну вот у нас как бы вот в 2-3 ипостасях наша дружба проходила. Мы лечили на нашей клинике всю его семью. У нас же вот в клубе 32 там и происходили и телевизионные передачи. Вот была такая передача на канале «Столица в гостях» у Геннадия Львовича, и вот Ренат принял в ней участие. Я помню, как раз я у него спрашивал, почему честно эстрадные исполнители могут сказать, что они вот не могут сами петь и поют под фонограмму. Он говорит, нет, говорит, каждому хочется показать, что вот он поет по-настоящему. Вот такой вопрос мы поднимали. Конечно, много говорили о религии. Он меня познакомил с историей татарского народа. Я узнал, что такое Болгария, как она защищала Россию от монгольского нашествия в 1227 году. Это мало кто в России знает все эти нюансы. Я узнал такие понятия, как Кул-Шариф, да, это прекрасная новая мечеть в Казани. И в одном из своих стихотворений про Казань, про Татарстан, вот я это тоже использовал. Булгария называется. Ты с неба Богом дан, и нет другой любви. Семьи татарский стан, детей домой зови. Судьбой великих рек, заводов и садов мы связаны навек огнем степных костров. Знавал и боль, и брань, и мирный шум портов. Столичный град Казань, оплот и честь сынов. Покуда водам течь, сиять и Кул-Шариф, родную слышать речь среди бескрайних нив. Татарстан, Татарстан, золотая Орда. Татарстан, Татарстан, мы с тобой навсегда. Мы встречались на одних и тех же площадках, потому что концерты Дню Победы посвящены просто артисты. Это же был конвейер такой. Один закончил выступление, другой приезжает, ну, поздоровались, так сказать, пообщались, пожелали друг другу удачи. И так вот это идет. Ренат был членом нашего клуба 32. Вот передо мной как бы давал интервью президент нашего клуба, я просто его заместитель по связям с общественностью, это Dental Club 32 у Арбатских ворот. Поэтому вот Рената встречались мы и часто в неофициальной обстановке в стенах нашего гостеприимного клуба. Вот. А что могу сказать о вечере? Ну, получил искреннее удовольствие, потому что вот та искренность, которая шла со сцены, действительно как бы без лукавства, и слова, и музыка, и исполнение, все замечательно, поэтому вот сам бы принял с удовольствием участие в следующих концертах, посвященных памяти вот такого замечательного нашего певца.